Доброе утро, активисты. Сейчас почитал переписку. Смотрю, у вас такое все обсуждение по поводу этого Араза. Послушайте, человек, который всем верит с его слов, он сам о себе говорит, не хочу, как говорится, называть, обидеть, да, но другого слова просто не находится. Он просто дурак, который всем верит. Это первое. Во-вторых, это разве умный человек, который, вот сейчас, говорит, его ребенку 9 месяцев, да, то есть, когда он уехал, это месяца 3 назад, да, это разве нормальный человек, который оставил свою жену с 6-месячным ребенком? У него что, в башке маргарин, что ли, вообще? И в-третьих, нормальный человек заводит семью, детей, будучи студентом. Я пока не закончил университет, я даже не помышлял о женитьбе. То есть ты умный или ты дурак, да, ты женишься, короче, и сам сидишь на шее у своих родителей, да, еще берешь жену в довесок и еще тут заводишь детей. Это же человек без мозгов вообще. Мы здесь сидим, обсуждаем идиота клинического, понимаете? Спрашивается, ты на какие деньги поехал в Турцию, на какие деньги ты вернулся, на какие деньги ты оплачиваешь телефон, ты сидишь у кого-то на шее, отрастил щеки, как у бурундука, как у хомяка. Они уже больше, чем величина лба. И мы здесь сидим, обсуждаем этого идиота, который всех обвинил, который к нам, к ДВТ не имел никакого отношения и здесь никогда не появлялся. Да простите за уважение, нахер он нам всем сдался? ДВТ периодически подкидывает говно на вентилятор. Это все разбрызгивается, начинает пахнуть, начинает все пачкать, а мы здесь сидим, обсуждаем и оттираем это дерьмо. Да перестаньте вы, игнорируйте. Люди, остановитесь. Это тот тип людей, который постоянно привык срать. И для него это совершенно естественно, что это говно за ним кто-то обязательно убирает. Понимаете? Это такой тип людей есть, понимаете? Который, что бы он ни делал, за него кто-то это должен решить. Вот кому он ездил, с кем он контактировал, кому он верил, пускай они его и вытаскивают. Вот и весь разговор. Какие проблемы? Я его знать не знаю. Он когда-то месяца 3 там насветился со своим роликом. Что-то там он говорил. Потом он исчез, испарился. Теперь же снова вылез. Джокер из рукава. Это называется «запустили к нам торпеду». И, скорее всего, тех, кто кому он поехал, быстро это поняли, да? И начали его просто использовать в темную. Вот и все. Мы тут сидим, короче, пуканы свои рвем, а на деле, может, у него с головой все не в порядке. Ребята, а вот вы когда его слушали видео, вам в голову ничего не пришло, что с этим парнем что-то не то? Вот его называют дурак там, или он подставной. А вы не задумывались, что у этого парня не все с головой в порядке? Что это просто пациент? Просто у него какой-то, может, проявилась одна из форм шизофрении.